Ну и продолжая тему мхатовцев, как яркого периода из исторического цикла истории нашего драматического театра, нельзя не упомянуть как-то в первую очередь, и я бы сказала особняком, двух театральных прим, без лишнего пафоса, я бы сказала, это Людмила Голованова и Эвелина Гукаева. На протяжении многих десятилетий они прославляют сценическое искусство Юга Осетии. Две несравненные примы народной артистки Республики Южной Осетии, воплотившие на сцене десятки незабываемых образов. И пусть сегодня в силу возраста и других обстоятельств Людмила Графовна не смогла нам выйти навстречу, но есть прекрасные уникальные кадры, где мы еще не раз о ней заговорим. А сегодня у нас есть возможность с Эвелиной Гукаевой вспомнить то былое, самое прекрасное из театральной жизни. Мне вспоминается эпоха, когда наш театр работал по традициям русского классического театра. Мы дети Станиславского, 22 человека приехали. Мы застали такого же уровня актеров: Борис Ховребов, Нина Чочева, Тауказов, Зина Гаглоева и много других. Да, они кончали тоже в Ленинградской, в Вивиена. А художественным руководителем был Каиров, он тоже продукт Вивиена. Вот. И когда мы влились вместе с ними, это был, не знаю, как назвать, сенсация какая-то. Московский Станиславский ученик, да, Арсетечный Вивиен ученик там. И театр тогда гремел. И наш театр Астинский при мне, то, что я работаю на традициях русского классического театра. Вот. «Не верю» Станиславского у нас было в ходу. Так что это были, как бы сказать, корифеи, незаменимые. Я после этого, притом интеллигентность в них, хоть отбавляю, что такое осетин интеллигент. У меня полный, и он интеллигентен. До него Амбардекова бартестема банк эдедават, любуйся, смотри на них, сидит аристократ осетин. И много мы взяли у них, и влились, они сразу нас приняли. Ее часто называют королевой юго-осетинской сцены, артистка, жизнь и судьба которой тесно переплетены с историей национального театра. Одна из ярких представительниц легендарного поколения артистов-шестидесятников, которая продолжает служить национальному театру и сегодня, несмотря на солидный возраст, перешагнув 80-летний рубеж. Народная артистка Республики Южная Осетия Эвелина Леонтьевна Гукаева. В далеком 1956 году она оказалась среди абитуриентов, можно сказать, случайно. Планировала поступить на медицинский институт, но судьба распорядилась по-иному. Студентка медтехникума пришла на прослушивание, следуя настойчивым уговорам знакомых соседей. Московская комиссия сразу же разглядела в этой девушке актерские задатки, и, несмотря на ее протест, с вызовом, продемонстрированный перед приемной комиссией, когда она наотрез отказалась читать стихотворение, выписала ей путевку в Москву, один из лучших театральных вузов. С этого и началась ее театральная эпопея. Шама, я хоршонеш, куда на тимашки шакиуч, а мы видар харакше, а подхотахтайдар. Она замашки шамарбасыта. Ну вот
Хуйса манагурыш. Шылгой магдарит зафтауй дарраши хлауэ. Hoştan sinadın barına da şu koymak mı hot şişin. Яждан. Важдаллак цей шаударак чымзытан тахканына фадыл нафас алымыз. Şu koymak yok maşt. Ne koymak tandır hoşı. Alamazsa kanişdaka bula. Öz birofin kalmak aşkınış kumulmak. Rafunu mama bağışırım natıkta. Зағалыға каштан қалмас. Да шарзы дайдарамы диш да хыжаттылық марлауыны қару. Kainat, vazay, salmadan fıttarını kaçtığına jaktı oduma. Ana karusuna kıltışa bu fıkarını kaş. Пашауына күп жарты завқасын айдар. Нафер дишта қару. Salma badini vakta kıttır. Solomon ravşa ştameraşı. Nır tamer gomay konuş kıt. Kainat! Sıkıltı say! Ой, ямашка май Sıkıltı koyma байшы. boyarsın. Осы хасан гарстая не его. Мы поставили фактически все произведения Шекспира на сцене, вспоминает актриса. А классика – это большая школа для артистки и режиссера. Артист учится, вникает в предложенный материал, изучает больше, чем написано в роли, погружается в историю, в культуру других народов. Параллельно с классикой наши режиссеры акцентировали внимание и на национальной классике, потому и был репертуар привлекательный для совершенно разных кругов зрителей. Лучшей своей ролью сама Эвелина Леонтьевна считает роль леди Макбет в одноименной трагедии Шекспира. Эта роль принесла ей настоящую славу и звание лауреата международного шекспировского конкурса, где были представлены лучшие театры Болгарии, Германии и других стран. Она уйдет со сцены именно после этой роли, на пике своей популярности, на пике профессиональной формы и востребованности. Уйдет осознанно, но театр не покинет. В начале 90-х Эвелина Леонтьевна пробует свои силы уже в режиссуре и ставит несколько замечательных спектаклей на сцене Югостинского театра. Она и сегодня продолжает служить национальному искусству, обучая актерскому мастерству молодое поколение артистов. Как и 20 лет назад, когда она преподавала студентам актерского факультета Юго-Остинского государственного университета, она и сегодня делится секретами профессионального мастерства. Я же горянка, как кончик. На Фидельта завтра в Когосте, на Хазаруди. И когда школы закрылись, Оди урда махуркану мозга, мама только дайра хоттой. Но я очень любила высоту. Оба, как баласу царина костан. И мне казалось, что я буду летчицей. Раз высоты не боюсь, значит, я буду летчицей. Летчицей из меня не получилось. Так врач. Медтехнику я поступила здесь. Я говорю, окончено отлично. Это смешно очень. А затем без экзаменов пойду в институт. И вдруг приехали героиню, Родомыслинский и Герасимов, антрополог, что по черепам определяла. Приехали героиню забирать на второй курс. Они там уже учились. И Казаев говорит, ты не ходишь в театр? Я говорю, о чем ты говоришь, театр? Где я и где театр? Майна, дай попробуй там. Ну, я уже сдала экзамен, я уже студентка медтехникума, это было в сентябре. Пошла на интерес. И почитай, говорит, ну, Родомыслинский ректор МХАТа и антрополог, вот этот Герасимов сидят, они для меня не были авторитетами. Манца в том стихотворении, сильного всегда вы сильно виноваты, деточка, так, говорит, нельзя. Я обиделась, я говорю, я так гениально читаю, они меня не поняли. Я говорю, я не буду больше. И ушла. На второй тур мы зачислили. А дома ханджелак конец. Мата тоже сама, та ушла. Не буду я вам читать и не хочу ваш театр. Третий тур. Мы зачислили кусканикой. Не хочу, и все. Я мама бином там, мадну мафет, осетины, деревенские. Осу Москву на финна, даже когда раздастся, ты же все равно учишься. Ну хорошо, Москву посмотрим. Поехали в Москву, и там сидеть то же самое. Ну смешно мне было. Не умела читать в школьной программе, как фарсам стих-то хафтата фарсеном, да. Когда начали работать, то мне понравилось. Потом спрашиваю нашего Маркова, моего педагога, Топорков, все. Я знаю, говорю, а почему вы меня приняли? Я поняла свою дебильность. А потому что
Ты так гордо нас отвергала, что ты была уже королева. На вопрос, о чем еще мечтает она в свои 80 лет, актриса отвечает с пафосом об одной постановке, которую считает важной не только для театра, но и для всего остинского народа. Роль Фердек, женщины, пережившей геноцид в 1920 году. В постановке «Последний свидетель», работа, за которую она взялась, не просто как актриса с большим багажом, а гражданка, для которой важна и близка тема геноцида.